Производители биотоплива могут претендовать на субсидию на возмещение части затрат на создание, модернизацию и расширение производства пеллет и топливных брикетов. Сумма составит до 50% от потраченных средств, но не более 5 миллионов рублей. На субсидию могут рассчитывать и организации легкой промышленности. Им компенсируют половину затрат на приобретение сырья и 70% на покупку промышленного оборудования, но не более 3 миллионов рублей. Сегодня в Госсовете Коми началось обсуждение госпрограмм на следующий год. Первое направление, с которого началось обсуждение в рамках формирования бюджета, это развитие экономики и промышленности в Коми. Татьяна Супряткина расскажет больше. Налоговые отчисления в бюджет и рабочие места – это основа экономики. Чем больше производств, тем успешнее идет пополнение казны. В Коми сегодня реализуется 12 инвестпроектов на условиях концессионных соглашений. То есть за работу республика будет платить равными частями в течение нескольких лет. Чтобы инвесторы шли именно к нам, необходимо создать им все условия. Что и делает республика. На региональном инвестиционном портале размещена вся информация и алгоритм действий. Такой же прозрачный и будущий бюджет республики. Расходные приоритеты просчитывались с начала года совместно с правительством и депутатским корпусом. Правительством была подготовлена совместе со всеми членами правительства, органами исполнительной власти, совместно с депутатским корпусом. Проанализированы все предыдущие результаты за 2022 год, 9 месяцев текущего года. Сделаны основные выводы, и проект закона о бюджете на последующий период 24-25-26 года уже внесен в Государственный совет, где в ходе обсуждения, проведения рабочих встреч были учтены все направления. Конечно же, по поручению главы Республики Коми будут сохранены все социальные меры поддержки для наших жителей Республики Коми. Инвесторы не боятся идти и в Арктику. В Коми уже 29 предприятий имеют статус резидента арктической зоны России. В сфере добычи полезных ископаемых, транспорта, строительства, туризма, медицины и даже в сельском хозяйстве. На развитие производства резиденты потратили почти 2 миллиарда рублей. Создано 700 новых рабочих мест. Республика, в свою очередь, развивает медицинскую помощь в северных районах. В этом году 259 миллионов рублей было выделено на улучшение качества медобслуживания. В первую очередь деньги ушли на покупку необходимого оборудования высокотехнологичной диагностики, в том числе и в отдаленных и труднодоступных районах. Арктика, север, вообще для России, значит, это территория особого внимания. Понимаем, что в силу разных экономических причин, миграционных, ухудшения, сказать, условий жизни на севере или плохие условия жизни, они приводят к тому, что север пустеет. Мы не можем этого допустить, нужно сделать все, чтобы север стал привлекательным, потому что, как говорил Ломоносов, Россия будет прирастать Сибирью, но сейчас это уже изменилась формула, Россия будет прирастать севером. Поэтому вот это важная государственная задача, о нем говорил и наш президент Владимир Владимирович Путин. И, безусловно, понимаем, что ее нужно выполнять. В этом году в промышленном секторе произошли кардинальные изменения. Австрийская компания Mondi Group вывела все свои активы из России. В сентябре Mondi СЛПК сменила собственника, а компания Лукойл Коми стала подразделением Лукойл Пермь. Правительство республики держит ситуацию на контроле. С обеими компаниями достигнуто соглашение о сохранении всех рабочих мест, объемов производства и всех социальных обязательств. Самое главное, мы надеемся и уверены, и, как уже сказала, условием такой сделки, это, конечно, сохранение рабочих мест. Это в первую очередь. Второе – сохранение тех показателей, а именно объем инвестиций и социального партнерства, которые были уже ранее согласованы и утверждены в рамках действующего соглашения между правительством Республики Коми. Компания «Лукойл», встреча также уже состоялась с новым руководителем, генеральным директором. Есть полное взаимопонимание, что мы сохраним обязательно все те наработки, все те взаимоотношения и социальное партнерство, конечно же, когда компания «Лукойл» помогает для тех муниципальных районов, отдаленных сельских территориях строить социальные объекты. В Коми появится первая станция для электромобилей, а в Сыктывкаре – третья для заправки транспорта газомоторным топливом. В республике сейчас таких 7. Работа по переводу автомобилей на природный газ ведется в рамках энергетической стратегии России. У нас есть план развития газомоторного топлива. Значит, сейчас у нас строится
еще одна газозаправочная станция, всего их 7 в республике. Это частный инвестор, который будет строить комплекс не только как заправка, но и придорожный комплекс, потому что нам как раз в части развития туризма это очень необходимо. У нас все заправочные станции – это просто колонки раздачи. А нам необходимо, чтобы человек мог там попить кофе, остановиться, подождать, получить какие-то еще товары и услуги. В республике продолжает действовать антикризисная программа. Санкционные ограничения продолжаются. Экономика должна устойчиво реагировать на внешнеэкономические вызовы. На эти цели в поддержку промышленного сектора с марта прошлого года было выделено более 7 миллиардов рублей. Для регионального бюджета сумма значительная, но своевременная поддержка бизнеса помогла выстоять компаниям и удержать производственные темпы. Татьяна Супряткина, Артем Соколов, телеканал Юрган.